Здравствуйте, это программа «Интервью» и я ее ведущая Любовь Газикова. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития Умулат Ташхоев. Добрый день, Умулат. День добрый. Хотелось бы узнать, как идет подготовка к форуму. Мы, в принципе, готовы уже сегодня, потому что начали заранее, так как это у нас 5-й юбилейный форум. Поэтому он будет достаточно масштабным, гораздо больше, чем крупнее, чем были в предыдущие года. Сельское хозяйство, пищевое производство, строительство и IT-технологии – это лишь малая часть отраслей, которые будут представлены на 5-м экономическом форуме «Деловая Ингушетия-2018». В этом году он пройдет в летнем амфитеатре. Это уже говорит о том, что площадка расширилась, а значит и приезжих гостей будет намного больше. Сюда съедутся предприниматели не только со всей республики, но и бизнесмены из других регионов страны, которые представят свою продукцию в различной сфере деятельности. Подготовка к предстоящему форуму идет полным ходом. Анатолий Чепезубов приехал из Пятигорска. На форуме он представит предприятие по производству органно-минеральных удобрений и биопрепаратов для защиты растений. По его словам, эта натуральная экологическая продукция разработана на чистой органике, которая подходит для всех видов сельхозкультур. Участие в форуме примут около 200 предпринимателей. Среди них компании, выпускающие продукцию в рамках программы импортозамещения. Известно, что форум посетят представители бизнеса из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова и Чеченской республики. Также впервые деловую Ингушетию посетят и предприниматели из Индии и Китая. Главная цель форума – подписание взаимовыгодных соглашений, налаживание сотрудничества местных производителей с коллегами из других регионов. Также в рамках экономического форума пройдет презентация туристического потенциала регионов СКФО, где обсудят актуальные вопросы в сфере развития туризма. То есть мы 5-й год подряд проводим вот такие форумы. Форум «Деловая Ингушетия». Если мы 4 года проводили в нашем Доме культуры в Назране, то в этом году мы будем проводить в амфитеатре. То есть более масштабнее, да? Да, да. И ждем, конечно же, гостей со всех субъектов Российской Федерации, с различных субъектов. Конечно же, в первую очередь с субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Получили подтверждение, что важно вот в этом году очень много желающих. Если там в прошлом, да, он был тоже такой, по крайней мере, масштабнее, чем в предыдущем, к примеру, масштабнее, чем в 2016 году, да, то в этом году мы, вот у нас сотрудники, которые занимаются организацией этого форума, не успевают отвечать на телефонные звонки, потому что со всех сторон звонят и заявляются, хотят принять участие. Поэтому это будет такой хороший масштабный форум. А как можно принять участие, вот именно участие? Ну, они звонят, мы везде дали информацию, дали контактные номера в Министерстве экономики. И на этот номер звонят предприниматели с других субъектов Российской Федерации тоже. И заявляются, дальше уже на электронную почту присылают документы и так далее. А что это предпринимателю дает? Ну, они выставляют свою продукцию, и, соответственно, в первую очередь это реклама их продукции. Мы, конечно же, в первоочередном порядке своих сначала разместим, всех производителей республики, с районов и городов, все, кто у нас занимается производством продукции, кто изъявил желание выставить свою продукцию на данном форуме, на данной выставке, мы их сначала, конечно, разместим. Это будут разбиты по блокам, именно по районам и городам. То есть каждый город свою продукцию отдельно, в отдельных там палатках будет выставлять. Да. И в этом году у нас также принимают комитет по туризму участие, выставляют свою тоже продукцию, будут рекламировать свои услуги, которые они оказывают. Это такая выставка Инг-Экспо-Тур, то есть тоже она у нас на площадке будет проходить. Поэтому да, мы ждем масштабный большой форум
А кого-нибудь вы выделяете, вот, как вам кажется? У нас по направлениям будет это промышленность, агропромышленный комплекс и туризм, как я сказал. IT-технологии будут также выставляться. Но, то есть разнонаправленная такая выставка, чтобы выделить нас, кого-то, да. наши, например, республиканские, понятно, это крупные компании будут, это наш АТМ, завод по производству алюминиевых радиаторов, завод по производству алюминиевых профилей, который в Али-Юрте тоже выставится в этом году, потому что они вот в начале года уже запустились, выпускают продукцию, тоже будут выставляться. Ну и другие крупные предприятия также точно выставят. Не только крупные, конечно же, в основном будут наши малый бизнес выставляться. А как можно прийти и посмотреть? Может просто житель Да, конечно, прийти? конечно. У нас все желающие могут свободно зайти, посмотреть, ознакомиться с продукцией, потому что для этого и делается, чтобы все могли прийти, познакомиться с нашими производителями. Также будет знакомство между предпринимателями других субъектов и нашими предпринимателями, нашими производителями. Они на этих форумах общаются, знакомятся, обмениваются контактами и дальше уже налаживают между собой связи и тем самым увеличивают сбыт своей продукции. А какие-нибудь почетные гости будут? Да, конечно. У нас в этом году также агентство стратегических инициатив мы пригласили, они уже подтвердили, что будут участвовать руководство. У нас корпорация развития малого и среднего бизнеса, федеральная корпорация, также принимает участие. Курорты Северного Кавказа, корпорация развития Северного Кавказа, с Министерства по делам Северного Кавказа. То есть, да, почетные гости у нас будут, и, я думаю, немало. А кто организовывает форум помимо Минэкономики? Вместе с нами организацией занимается Торгово-промышленная палата, Комитет по туризму, Центр поддержки предпринимательства. Также нам оказывает содействие Фонд поддержки предпринимательства, Агентство инвестиционного развития. То есть мы все вместе, команда, готовим этот форум. А что интересного еще будет на форуме, расскажите? Отличаться наш форум в текущем году от предыдущего будет тем, что, во-первых, мы будем организовывать круглые столы, обсуждения разных интересных, важных для республики тем. Также мы проводим пленарное заседание, на котором будет обсуждаться немаловажные вопросы. В первую очередь это развитие конкуренции, что сегодня очень актуально в республике. Когда у нас начинает активно развиваться бизнес, нам очень важно уделить внимание конкуренции. Здесь мы будем говорить о том, что нам необходимо конкуренцию увеличивать, развивать в таких сферах, где в основном присутствует госсектор. То есть это, например, медицина. Да, у нас сегодня начинают открываться частные клиники, услуги частные, но тем не менее нам нужно уделить внимание в этом направлении. Также в образовании, например, нам необходимо активизировать развитие новых, открытие новых школ частных, детских садов и так далее в этом направлении. Ну и направление, например, по воде, по газу, здесь тоже нам необходимо, мы разговаривали уже с федеральным центром, нам необходимо идти в приватизацию этих сфер, хотя бы частично, и тем самым развивать здесь конкуренцию. Это, в свою очередь, повысит уровень и качество предоставляемых услуг, так же, как и производимого товара. Спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. А я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях министр экономического развития Умулат Ташхоев.